Глава Гулрыбского района Саид Харази срывает прямо с ветки спелый банан и пробует его на вкус. Событие действительно уникальное. Первый урожай бананов собрали в теплице питомника Института сельского хозяйства спустя ровно год после высадки банановых деревьев. Я от всей души поздравляю Гулибский район, сельскохозяйственный район. И мы видим в этот день прекрасный, накануне Дня Великой Победы, Отечественной войны 41-45 годах, вы одержали в сельском хозяйстве, одержали серьезную победу, и наша культура пополнилась именно вот бананами. Спасибо. Я хотел бы попробовать, испробовать, сорвать. Пожалуйста, пожалуйста. Идея вырастить в Абхазии бананы принадлежит директору Института сельского хозяйства Лёсику Айба. Приехав однажды из научной конференции, в которой он принимал участие, ученый решил воплотить идею дома. Обмолвился об этом в одном из разговоров с Вячеславом Библаем, предпринимателем и меценатом. Таким образом, идея стала воплощаться в реальность. Работы по обустройству теплицы начались в феврале прошлого года. Здесь созданы благоприятные условия для выращивания тропических фруктов, включая отопление и освещение. Когда Лёсик Янкович поехал в экспедицию, посмотрел те теплицы, которые он увидел, да, и приехал с этой идеей сюда, в Абхазию, я увидел блеск в его глазах. Вот, я решил, что надо это поддержать. Все равно мы надеемся на то, что бананы имеют будущее на территории Абхазии. И то, что вот сегодня мы здесь видим, это огромный шаг вперед. И в имидже Абхазии это не только наука. Понятно, что это прежде всего наука, потому что здесь пока идут научные работы. Но будущее у этого фрукта, у этого плода в Абхазии есть. Мы в это верим. Пока строилась теплица, агрономы не сидели без дела. Подготовили посадочный материал и грунт. Высадку саженцев произвели 9 мая и посвятили это событие Дню Победы в Великой Отечественной войне. На сегодняшний день собрали 180 килограмм бананов. Они пока зеленые, но по технологии должны дозреть на ветке, и потом их можно употреблять в пищу. Особо не требовательны, лишь бы не были кислые почвы. Да, кислые почвы – это голубика. А это нейтральные почвы нужны. Но это международный проект, между прочим. Вот мы с Беслан-Цыбовичем ездили, у нас 3 теплицы таких сделали. В Сочи 2, здесь 1. Стараемся до 20 градусов держать его. А днем тоже желательно, 25, влажность 70-80. Но если даже 50 будет, ничего страшного. Надо окна открывать. У нас окна автоматически открываются в зависимости от внутренней температуры. А вечером температура падает, они автоматом закрываются. Вот газовые окна вокруг поставить. Пока что эти сорта бананов можно выращивать только в тепличных условиях, так как они вызревают при определенной температуре. Но, по словам Лёсика Айба, все культуры, включая мандарины и апельсины, когда-то завезенные в республику, прошли через адаптацию. Ученый уверен, через некоторое время адаптируются и бананы. Фихуа завезли, хурма завезли. У нас дикая хурма только росла. Это все когда-то завозили, природа меняется, идет адаптация, ученые работают, выводят более приемлемые для этой земли. Я не сомневаюсь, через 5-6 лет некоторые сорта уйдут на улицу, будут расти. Но микрозональное размещение. То есть места, где можно спокойно расти. Достижения абхазских ученых не остались незамеченными российскими коллегами. По словам президента Академии наук Абхазии Зураба Джапоа, ученых из Сочи, Краснодара, Ростова, Москвы и Санкт-Петербурга очень заинтересовал опыт выращивания тропических плодов в субтропических условиях. Вот буквально на днях едем для того, чтобы наладить связи, подписывать соглашения и так далее. Вот проявляют интерес к Институту сельского хозяйства Академии наук Абхазии. Это нас очень радует. Есть разные соглашения, контракты там и так далее, и так далее. Мы обмениваемся опытом, и это очень здорово. И знаете, вот российским ученым, да самим академикам есть что перенять у нас. Это позволяет. Почему? Потому что у нас есть хороший потенциал и, естественно, природные условия, климатические условия. Поэтому вот нам нужно развивать все возможные культуры,
культуры, которые вот подходят нам, нашей природе, нашему климату, и развивать науку в Абхазии. Всего построено 3 теплицы, 2 в Сочи и 1 в Голрипском районе Абхазии. Здесь высажены не только бананы, но и папайя, ананасы. Кроме того, завезли еще одну новую культуру – жимолость. Это известный своими ранними синими плодами многолетний кустарник. Ягоды поспевают в начале июня. Вкус кисло-сладкий, с легкой горчинкой, напоминающий чернику. По словам Лёсика Айба, привезли 7 сортов, и сейчас в институте наблюдают, как покажет себя кустарник в наших условиях. Одним словом, ученые справились со своей задачей, показали, что в Абхазии можно выращивать бананы и обеспечить не только внутренний рынок, но и поставлять на экспорт. Но главное, продукт будет экологически чистым и качественным, так как его будут срезать не за 3 месяца до созревания, а за неделю до поставки. Теперь слово за предпринимателями, готовыми взяться за это пока непростое дело и масштабировать производство бананов. И, возможно, уже совсем скоро на прилавках появится еще один бренд нашей страны. Ирина Ашба, Юрий Арцебашев, Абхазское телевидение.